Человек с большой буквы. По ингушскому этикету взрослым уступает место, а младшие стоят. Об этих благородных манерах, которые были присущи герою России Суланбеку Асканову, гости из Липецкой области слышали не раз у себя на родине. Они приехали из единственной школы поселка Хворостянка, того самого, где погиб легендарный летчик. Детям представляется возможность пообщаться с родственниками героя, по этому случаю задать вопрос о его детстве, начале карьеры и о том зловещем дне, когда пришла весть о гибели Суланбека. Я не поверил, они мне сообщили, уехали. Я сразу, значит, поехал на почтамт и позвонил главу Липецка. Знакомы были с Суланбеком. И он, я спрашиваю, правда? Он говорит, да, это правда, готовьтесь. Двоюродный брат Суланбека Хусен Асканов 7 февраля 1992 года был в пути из Тюмени. Трагическая весть неожиданно прозвучала по радио. Несколько дней Хусен в дороге не смыкал глаз, чтобы скорее доехать до дома к семье. Для нашего народа, у нас маленький народ, это огромная утрата. Потерять такого заслуженного человека. История гибели Суланбека всегда трогает до слез. Гости из Липецка считают большим везением оказаться здесь на родине героя, в его родном селе. Ведь из 140 учащихся в школе Хворостянки в экскурсию отправили лишь 5 самых лучших учеников. У нас от мала до велика знают все, кто такой Суланбек. И я надеюсь, что все поколения дальше будут знать, почитать его, как мы сейчас почитаем. Спасибо вам огромное за него, за его подвиг. Хочу вам сказать спасибо за то, что он спас нас, наше село от такой трагедии. У него была возможность избежать своей гибели, но он выбрал путь, спасая нас. В Плиевской второй школе открыт музей славы имени Суланбека Асканова, где хранятся его вещи. Здесь его фотографии, личные вещи, среди которых и первый генеральский мундир, который Суланбек подарил своей матери, а та передала в дар музею. При школе есть и краеведческий клуб «Патриот», участники которого и рассказали о представленных экспонатах музея. На стенде фотографии разных лет со служивцами, с конструкторами самолетов, с известными летчиками-испытателями. Ингушская делегация не раз ездила в Липецкую область, а гости из Хворостянки на родине летчика впервые. Они уже побывали на открытии памятника в честь Суланбека Асканова, участвовали в экскурсии по Липецкому авиацентру, где работал первый герой России. Там нам показывали черный ящик, все рассказывали о Суланбеке Саркуловиче Асканове. Там показывали, как они тренировались, парашюты раскладывали, показывали. Никто не забывает его подвиг, все его помнят, все гордятся им. Вот. Он был настоящим героем. Очень долго ждали, очень важна, большая гордость. То, что мы смогли увидеть братьев Асканова, поговорить с ними. Гости из Липецка проведут здесь 3 дня. Их ждет большая ознакомительная программа. Они уже посетили аэропорт имени Суланбека Асканова, где установлен боевой самолет МиГ-29. Также школьников ждет экскурсия по горной Ингушетии, по городам Назрань и Магаз. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24.